от лица Министерства здравоохранения Республики Ингушетия выражаем благодарность и президенту Российской Федерации за внимание, оказываемое регионам, в частности Ингушетии, Сергею Семеновичу Собянину, мэру Москвы, и, в общем, правительству России. Помощь для медиков региона поступила от правительства Москвы по поручению Владимира Путина. Покажем, как реанимируют энергоснабжение в Ингушетии после природной стихии. Граждане будут прибывать для отправки. Их всех будут проверять на наличие коронавируса. Родине долг отдать бы надо. Продолжается весенне-призывная кампания. Есть свои особенности. Сев яровых для некоторых аграриев, эта весна стала настоящим испытанием на прочность и профпринятие. Здравствуйте, это новости 24. С 8 июня в Ингушетии вводится первый этап снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Глава региона своим указом отменил распоряжение от 17 марта о введении режима повышенной готовности в связи с COVID-19 и постановил следующее. Ввести с 8 июня 2020 года первый этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия. Утвердить прилагаемый план первого этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия. Установить, что на всех этапах соблюдаются следующие условия. Режим самоизоляции для категории лиц с высоким риском тяжелого заболевания, лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, маски, респираторы, иные средства защиты и рук, перчатки при нахождении вне мест проживания, прибытия, в том числе в места скопления людей, объектах розничной торговли, организациях по указанию услуг, выполнению работ, общественном транспорте, включая легковое такси. Соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Соблюдение дезинфекционного режима. Соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метров. При возобновлении деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, а также по организации работы на предприятиях общепита и торговли, о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Республики Ингушетия. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя правительства Республики Ингушетия. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. Подробно о поэтапном выходе из карантина в Ингушетии расскажет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гитагазова. Эпидемический процесс по новой коронавирусной инфекции. Мы все были свидетелями, как этот процесс начинался. Первый зарегистрированный больной у нас был 30 марта текущего года. И как бы в течение 2-3 недель этот процесс нарастал, он набирал силу. Новая коронавирусная инфекция – это одна из разновидностей воздушно-капельных инфекций. Учеными, эпидемиологами уже достаточно инфекций есть, сходные по своему течению, например, в частности, гриппозная инфекция. Там есть детально разработанные методические рекомендации, и обычно на протекание эпидемического процесса, вот, на начало, разгар и спад дается временной промежуток где-то 60 дней. И вот мы были свидетелями того, что вот и на территории нашей республики начало процесса, подъем этого процесса максимальный уровень заболеваемости, летальности. На это как раз и пришлось в среднем этот промежуток 60 дней. Сейчас процесс в соответствии с теми прогнозами, которые мы ранее делали, он пошел на спад.
Мы наблюдаем, когда изо дня в день у нас снижается количество инфицированных, у нас снижается показатель заполняемости коек, показатель количества тяжелых больных в стационарах, то есть все наши эпидемиологические показатели и показатели клиницистов, которые сведения они нам дают, сводки, они идут как бы на равных. И там у нас идет спад. А нельзя сказать, что вот прям вот обвальный спад идет, но тем не менее это резкая устойчивая динамика, резкая позитивная устойчивая динамика. Роспотребнадзором 8 мая были направлены для использования во все регионы методические рекомендации о порядке выхода из режима ограничений, где были рассчитаны показатели, это 3 основных показателя и 3 дополнительных показателя, которые гарантируют достижение которых гарантирует безопасный выход субъекта из режима ограничений. Поскольку мы в течение практически 2 месяцев, почти 3 месяцев находились в этом режиме самоизоляции, есть определенные риски, что моментальный выход, снятие ограничений по всем объектам, оно чревато риском вспышки заболеваемости. Поэтому спланированы мероприятия, разработаны рекомендации по всем видам деятельности практически. Это и сфера услуг, общественное питание, промышленные предприятия, транспорт, медицинские организации. То есть практически по всем сферам деятельности разработаны рекомендации Роспотребнадзора, соблюдение которых гарантирует то, что после снятия ограничений мы не будем свидетелями повторного всплеска заболеваемости. На территории нашей республики управление Роспотребнадзора занималось этой аналитической работой, расчетом этих показателей. И несколько дней назад нами, в соответствии с теми расчетами, которые мы делали, на основании той динамики, которую мы имеем в последнее время, было направлено предложение в Федеральную службу рассмотреть расчеты наши и согласовать выход нашего субъекта на первый этап снятия ограничений. Вчера нами получено письмо о том, что Федеральная служба удостоверяет правильность наших расчетов и согласовывает выход субъекта на первый этап снятия ограничений. Когда мы говорим об этих этапах снятия ограничений, своевременно нам еще в мае месяце был составлен проект плана поэтапного выхода республики из режима самоизоляции, который был согласован со всеми ведомствами и одобрен решением оперативного штаба республики. И по первому этапу, который у нас решением протокола оперативного штаба последнего, у нас режим самоизоляции был продлен до 7 июня включительно. Сейчас, поскольку у нас уже есть согласование о выходе на первый этап снятия ограничений, мы с этим предложением эту информацию направили в оперативный штаб республики, и оперативному штабу будет подготовлено соответствующее распоряжение о том, как будет республика выходить из режима снятия самоизоляции и какие объекты, какие сферы деятельности у нас с понедельника начнут работать, где будут сняты ограничения. Для того, чтобы понятно было нашим телезрителям, сейчас я их перечислю. Первое – это разрешается работа всех организаций, которые оказывают юридические и правовые услуги. Второе – это разрешается работа объектов непродовольственной торговли. Там единственное, есть ограничение по площадью до 400 квадратных метров. Торговый зал этого объекта должен быть до 400 квадратных метров, не более. При условии того, что у этого объекта есть изолированный выход на улицу. И это помещение не имеет общего входа, то есть не имеется в виду те торговые объекты, магазины, которые находятся внутри торговых центров и рыночных помещений закрытых. Другая группа объектов, которым разрешается работа, это сфера услуг, парикмахерские, салоны красоты, ателье по пошиву, сапожные мастерские, в общем, все, которые оказывают персональные услуги и бытовые услуги населению. То же самое, за исключением тех, которые находятся в зданиях административно-хозяйственных, торговых центров и рынков.
То есть разрешается работа сферы услуг только тех объектов, которые имеют изолированный выход на улицу. Причем вот при работе и непродовольственной торговли, и работника при начале работы сферы услуг обязательно должен быть предусмотрен тот факт, что перед началом работы должна быть проведена дезинфекция всех помещений. Во время работы обязательно должны соблюдаться требования по соблюдению масочного режима. Обязательно должна быть социальная разметка о том, что посетители должны соблюдать дистанцию социальную 1,5 метра. И кроме того, то, что касается сферы услуг, в обязательном порядке работа должна идти по предварительной записи. То есть каждый последующий посетитель, он не должен встречаться в зале объекта сферы услуг с предыдущим посетителем. Только после того, как ушел предыдущий клиент, после этого только имеют они право принимать последующего клиента. Кроме того, сейчас мы говорим о том, чтобы возобновить работу транспортных узлов в прежнем режиме, то есть это аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал. Опять же, при обязательном соблюдении всех требований санитарно-эпидемиологических и рекомендаций Роспотребнадзора и обязательным оглашением в зале прилета, отлета или в вокзале ожидания всех тех правил, которые пассажиры должны соблюдать во время следования для того, чтобы избежать возможности заразиться или избежать возможности заразить кого-то. То есть соблюдение эпидемиологических правил обязательно в этом случае. И еще один момент. Также разрешается работа коммерческих медицинских центров, стоматологий. Точно с этой же оговоркой, с обязательным условием в режиме предварительной записи, чтобы в помещениях коммерческих медицинских организаций не наблюдалось скопление людей, чтобы там не было очередей. То есть предварительная запись и обязательное социальное разобщение населения. Безусловно, вот на период первого этапа снятия ограничений сохраняются те моменты, о которых мы ранее говорили. Это самоизоляция контингента населения старше 65 лет, больных хроническими заболеваниями, которые обладают сниженным иммунитетом и находятся в особом риске заражения коронавирусной инфекцией. Обязательное ношение масок, масочный режим сохраняется, обязательное применение на всех этих объектах средств дезинфекции, обязательное проведение постоянного проветривания, применение бактерицидных облучателей, в общем, всех тех мер, которые приводят к снижению риска заражения посетителей коронавирусной инфекцией. Вот при соблюдении всех этих требований работа этих объектов, она разрешается с понедельника, но все эти объекты будут проверяться. По малейшему сигналу посетителей будут проводиться проверки. При несоблюдении на этих объектах всех этих требований, безусловно, деятельность объектов в установленном законодательном порядке будет приостанавливаться. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, если мы будем наблюдать вспышечный рост, безусловно, управление Роспотребнадзора будет выходить с предложениями в оперативный штаб, и оперативным штабом будет решаться вопрос об ужесточении мероприятий. Если у нас сохранится благоприятная тенденция, которую мы имеем на сегодняшний день, то, я думаю, в ближайшие сроки нами рассматривается возможность подготовки предложений для перехода на второй этап снятия ограничений. 8726 случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки в стране. Общее число больных в России 449 834 человека. Скончались 5528. Выздоровело 212 680 человек. В Ингушетии за сутки выявлено 40 новых случаев заболевания. Больные коронавирусом 2268 человек, умерли 61, выздоровели 1323. В тяжелом состоянии сейчас находится 20 пациентов, из них 4 на ИВЛ.
На электронное голосование по поправкам в Конституцию уже можно записаться. Подать заявку можно через портал госуслуг до 21 июня. Само электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня на специальном портале. В эти же дни, а также с 1 июля уже все россияне смогут отдать свой голос на избирательном участке, где будут приняты все меры безопасности – маски, перчатки, антисептики. Пока онлайн-формат вводится только в Москве и в Нижегородской области. Именно эти два региона, по оценкам Центра избиркома, с технической точки зрения наиболее подготовлены к дистанционному голосованию. Важно, что электронное голосование не отменяет обычное. Жители могут сами выбрать удобную для них форму. Московские врачи продолжают вести прием пациентов, переболевших или находящихся на лечении по COVID-19. Специалисты из столицы России прибыли в Сунжинскую центральную районную больницу. Для них медперсонал создал все условия для обследования граждан. Репортаж Адама Гулоева. Возле Сунжинской поликлиники выстроилась очередь. Зуля Годоборшева 1 мая потеряла обоняние, почувствовала боль в грудной клетке, стало тяжело дышать. У нее хронический бронхит. Все это время она справлялась с ним в домашних условиях. На этот раз из-за шумихи с ковидом даже изолировалась от родных. К счастью, выздоровела и сегодня планирует выяснить, чем же конкретно она переболела. Повторно холи отходится намного. Я вылечилась. Первый раз, так, второй раз могу смело вылечиться. А Магомед Боков уверен, что у него был коронавирус. Он лежал в Назрановской районной больнице 10 дней перед праздником Идль-аль-Фитр. У него началась двухсторонняя пневмония. Делится, что очень тяжело перенес инфекцию. Хирург, анестезиолог, пульмонолог, рентгенолог, инфекционист и анестезистка. Это вся бригада московских врачей. Специалисты осматривают людей. При необходимости после экспресс-теста делают компьютерную томографию. Сегодня уже пошла вторая неделя нашего пребывания в Республике Ингушетия. Мы приехали сюда с целью изучить обстановку, эпидобстановку в республике, обсудить с коллегами, с нашими насущные вопросы, проблемные какие-то вопросы, помочь вести прием пациентов, лечение пациентов. Особенно большое внимание уделяется лечению пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии в реанимационных отделениях. Экспресс-тест основан на проточном иммунохроматографическом анализе для качественного определения антител ЛГГ и ЛГМ. Одна полоска показывает отрицательный результат на антитела. Полоска на уровне G означает, что пациент переболел ковидом. Полоска М демонстрирует наличие вируса в крови. А самый страшный результат — это две полоски G и M. В таком случае пациент болеет не первый день, и у него начинается стадия разогревания вируса. Мы, журналисты, находимся в зоне риска, и, как мы знаем, некоторые люди болеют бессимптомно. Будет не лишним взять мазок для проведения ПЦР-диагностики с целью определения наличия вируса и экспресс-теста на антитела. Здравствуйте. Для начала врачи с безымянного пальца взяли кровь, поместили ее в специальную ячейку теста. Параллельно медики взяли пробу слизистой носа и ротовой полости. Процедура проходила безболезненно. Долго ждать не пришлось. Это экспресс-тест, который определяет наличие антител в крови менее чем за 10 минут. Как видно, мой результат отрицательный. А ПЦР-диагностика определит наличие вируса в мозге в течение 2 суток. Группа московских медиков только в Малгобекском районе в ходе амбулаторных приемов выявила 7 зараженных. Их сразу же госпитализировали. В Сунжинском районе на прием пришло более 120 человек. Мы разместили объявление в соцсетях, на официальном сайте, что будет вести прием пациентов, переболевших ковидом, и непосредственно болеющие на данный момент и находящиеся на амбулаторном лечении. Также все наши участковые терапевты обзвонили пациентов, которые у них сейчас находятся на лечении, и все желающие могут прийти и пройти обследование и консультацию у данных врачей. Все те, кого проверяли сегодня на наличие антител или наличие вируса COVID-19, проходили или проходят свое лечение в основном в домашних условиях. Цель таких амбулаторных приемов – показать, насколько адекватно было проведено лечение и требуется ли повторное. Подобная экспресс-диагностика будет проходить поэтапно по всей республике. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.
4 КАМАЗа с медицинскими приборами прибыли на медицинский склад в Сунжи. Помощь отправило правительство Москвы по поручению Владимира Путина. 13 тысяч многоразовых и одноразовых противочумных костюмов и более 1400 медицинских кроватей. Как отметил представитель Минздрава, через несколько дней также должны прибыть 2 КАМАЗа с аналогичным содержимым. И все это будет распределено по медицинским учреждениям республики. Это Сунжская ЦРБ, Малгобекская ЦРБ, Ингушская республиканская клиническая больница, Канчевская участковая больница и Детская республиканская клиническая больница. Минимальный запас по рекомендациям здравоохранения, Министерства здравоохранения мы имеем, но постоянно в связи с тем, что быстро расходится этот материал, постоянно нужда в пополнении. От лица Министерства здравоохранения Республики Ингушетия выражаем благодарность и президенту Российской Федерации за внимание, оказываемое регионам, в частности Ингушетии, Сергею Семеновичу Собянину, мэру Москвы, и в общем правительству России, и, конечно, нашему руководству, главе Республики Ингушетия, который оказывает всяческую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент России учредил государственную награду для волонтеров. Теперь они смогут получать знак отличия за благодеяние. Ее будут выдавать за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям. Ранее сообщалось, что соцработники и волонтеры, помогающие людям во время пандемии коронавируса, смогут получить ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч рублей. В республике восстанавливают энергоснабжение. После мощного ураганного ветра некоторые улицы все еще остаются обесточенными. Коммунальщики и энергетики устраняют последствия стихии и заверяют, что в скором времени в домах жителей снова станет светло. Тем временем угроза нового удара стихии все еще сохраняется на территории Северного Кавказа. Михаил Тангиев продолжит эту тему. Негодование Исы Таршхоева вполне можно понять. Семья уже третьи сутки сидит без электричества. Причина тому сильный шквалистый ветер с дождем, которые обрушились на Ингушетию. В их доме, как, впрочем, и во многих населенных пунктах республики, прекратили подачу света, чтобы избежать плохих последствий. Но сетует он не столько на плохую погоду, сколько на соответствующие службы, которые, по его мнению, не спешат решать вопрос возобновлением энергоснабжения. Ответы добавка групп оцар, дежурный групп выехать на месте и бог оцар. Оцар бог бьян дет оцар теж бьян сел дарден ждать асри балгеди някат дадыш асри да харсо сеу обочин да адахкар. Прямо асфальт больше да юзадыш асри. И такую ситуацию с отсутствием света можно наблюдать на многих улицах административного округа. По пути обратно мы наткнулись на работников Россетей, которые восстанавливали питание на одном из участков, где проходят линии электропередач. Как и во многих местах, мощный ураган повредил провода, что и привело к частичным сбоям. Глава местной администрации подчеркнул, что необходимые меры по возобновлению энергии в домах были приняты незамедлительно. Электросети вообще были, целые улицы разрушены. Вы сами видите, вот тут провода лежали и за каналом, и старый массив. Ну, в целом-то по городу было разрушено. Но в Альтиеве тоже такая ситуация. И газовые сети были разрушены. Ну, оперативно все службы работали. Сразу было частично восстановлено. Вот сейчас, что осталось, уже, я думаю, к концу дня все это восстановит, и да, все будет нормально. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседнем Гамурзиеве. Здесь у некоторых жителей сгорели домашние электроприборы. Продукты из холодильника начали приходить в негодность. В административном округе также задействована часть аварийных бригад из Ингушэнерго. По Гамурзиеву сейчас на данный момент работают 2 бригады. Сейчас пришли на помощь с Малгобека, нам еще техника и бригада пришла. Мы эту 3-ю бригаду отправили именно в Гамурзиево и Альтиево. В этом направлении они работают уже. Мощная стихия, которая пронеслась по многим населенным пунктам Ингушетии, повредила большое количество высоковольтных линий в 35 и 110 тысяч вольт. Масштаб разрушения оказался существенным, поэтому пришлось задействовать не только дежурные бригады, но и подключать резервные силы филиала Россети Северный Кавказ Ингушэнерго. Порядка в городе Назрянь уже у нас порядка 8 бригад работает только в одном городе, это не считая в остальных населенных пунктах по республике.
Сунжинский район, Магасский, город Карабулак – это районы, которые больше всего пострадали от стихии. Я бы хотел сказать и обратиться, наверное, к нашему населению, чтобы люди понимали, что мы не сидим без дела, что мы стараемся подать свет каждому, и мы до каждого человека дойдем. Ингушские энергетики уверяют, уже сегодня 99% линий электропередач будет восстановлено, и в случае появления новых сбоев работники Ингушэнерго готовы незамедлительно выехать на место и устранить поломку. Михаил Тангиев, Адам Белаков, Новости 24. Как проходит весенняя призывная кампания, сколько человек отправится на службу в Вооруженные силы России в этом году и не помешает ли пандемия запланированной отправки молодых ребят из Ингушетии в армию? Об этом Идрис Ижиев. Ежегодно ряды вооруженных сил пополняются тысячами новобранцев. Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Уже проделана огромная работа. Несмотря на пандемию, принципы прохождения медкомиссии остались прежними, но не без вынужденных правил безопасности. Граждане будут прибывать для отправки. Их всех будут проверять на наличие коронавируса. Второе, все команды формируемые будут отправляться в больших количествах для того, чтобы вагон, в котором будут отправляться призывники, будут билеты, куда будут приобретаться, чтобы кроме них посторонних лиц там не было. То есть ранее, допустим, команды мы могли отправлять в день 10 и 12 человек. На сегодняшний день менее 27 человек отправка команд не предусмотрена. Сборный пункт в срочном порядке переоборудовали в небольшой лагерь. 3 палатки и четкое разграничение призывников помогут пройти медицинское тестирование в течение 15 минут. И уже по одному человеку заходят они в эту палатку. Там уже находятся 2 медработника, откомандированные уже с нашего Троицкого гарнизона. Эти 2 медработника уже прошли курс обучения, как брать эти тесты, как их обрабатывать. И буквально вот 10-15 минут они могут дать результат. И уже с этой палатки они уже переходят в основную палатку. И уже там мы как узнаем, что вся эта команда, потому что мы же с вами уже говорили, что вот здесь они все сосредотачиваются. И с Джайраха, и с Малгобека, и с Сунжи, ну, естественно, и с Назрани. Вот эти команды прибывают сюда, и уже в общем здесь мы формируем общую команду. Первая отправка намечена на 18 июня. Как отмечают представители военного комиссариата, дату начала переносили несколько раз, и все из-за мер предосторожности. Сейчас же, после согласования, утверждено 18 число. В ряды вооруженных сил России от нашего региона отправятся 200 человек. Вооруженные силы – это и сухопутные войска, и войска противовоздушной обороны, зенитно-ракетные, железнодорожные, войска Нацгвардии, поэтому уже, в принципе, команды все сформированы, люди отобраны. За исключением у нас осталось 18 числа, вот уже начинается первая отправка. В Минобороне России предлагают широкий перечень специальностей и воинских должностей. Каждый из поступающих на службу выбрал именно тот вариант, который отвечает его профессиональным ориентирам и уровню образования. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Губ-Насыркорский в полной мере ощутил на себе все капризы погоды. Там уже второй раз высаживают кукурузу на площади в 110 гектаров. Первый сев яровых оказался неудачным из-за обильных осадков. Адам Гулоев о повторной посевной. На обширных полях ГУПа Насыркорская продолжают весеннюю посевную кампанию яровых культур. Задействовано 2 трактора и опрыскиватель для обработки более 300 гектаров земли. Для ускорения работы наняли опытного агрария Адама Аздоева, который на своем К-700 работает уже 15 лет. Его еще подростком отец в первый раз посадил за руль 12-тонной махины. Так он продолжил дело отца. Сегодня ему придется проделать большой объем работ, чтобы успеть в назначенный срок. трактор
Всего на полях Насыркорская в этом году посажено 200 гектаров озимой пшеницы и более 900 гектаров яровых. Это картофель, кукуруза и не только. Все бы ничего, вот только капризы погоды внесли некоторые коррективы в работу предприятия. Из-за ливней и града озимая культура погибла полностью, пострадало и 110 гектаров кукурузы, в связи с чем было принято решение перепахать побитые семена и посадить кукурузу. За погоду, что тихо, мухбян, ливень, хана, юху ирз, аюжья так, дука мотик, юха перепахать из ербы, с поля ербы. Вместо него тоже кукурузу сеем. Погода в этом году подкосила многие ингушские сельхозпредприятия, но Россельхозцентр оказал поддержку крестьянско-фермерским хозяйствам, снабдив их семенами и удобрениями. Предприятие работало даже во время карантина, чтобы люди не почувствовали дефицит продовольствия. بس وده دوش دافو خزاست جوبشت حدا منستيس ده حدينا حاجة جيني دكايو حاجة جي حين الله دسكي يا خش أزمو أدبريني حيني تغن تعمل يوجو هم أدبرين توخش ما دايوجات تا أوز وين مخار أوز دوغ آخنا از حاجة جي تباعي كتر سو حاجة جي ده سميتيات سميتيات دوغ حاجة ير كوارتول يا توغ كتر أزيمية إسكتر سميتياي شتيخا يويا جاه يزيا يقطع يوج دكتور حقش طم حق قاعدين خدوج دير تعين قيا بس نويك يا دواجي بوخ ما كي بوخ حبيشوش بيغبر حسب ما وين بقوت هاي التايات. В ГУПе Насыркорская в начале этого года сменилось руководство. Возглавил хозяйство Урусхан Нальгиев. Прошлый год оказался убыточным для всех ингушских предприятий. По его словам, он планирует выйти из убытка и работать над прибылью, что в дальнейшем даст больше рабочих мест в ГУПе. Каким в итоге получится урожай, здесь не гадают, да и подсчитывать пока рано. Прогноз дело неблагодарное, уверяют аграрии, испытано на собственном опыте. Но все же надеются, что он будет лучше, чем в прошлом году. Адам Гулоев, Джамалил Тамасханов, Новости 24. С 8 по 11 июня по всей стране наступает сокращенная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час, так как это предпраздничный день. А 24 июня объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы, напоминает Роструд. Также 23 июня продолжительность рабочего дня не будет сокращаться, так как не является предпраздничным. Новые экспонаты пополнили фонд музея имени Серго Орджоникидзе в Мужичи. Это филиал Ингушского музея краеведения. Здесь представлены интересные предметы старины, да и само хранилище с богатой историей было основано еще в 40-х годах и является историческим местом. Посетила его наш корреспондент Дана Плиева. Металлический сепаратор тоже старинный. А еще подвесная керосиновая лампа, которую до сих пор можно найти у наших бабушек и дедушек, старый радиоприемник, швейная машинка, ножницы для стрижки овец, серпы. А вот при глажке одежды этим старинным утюгом важна предельная аккуратность. Риск сжечь одежду у тогдашних хозяек был велик. Здесь вот клали они это уголь, горящий уголь. Таким образом она согревалась. Вот это гладящий утюг. Предметы быта, которыми недавно пополнился музей краеведения Мужичи, принесли сами жители села. Сюда же входят и кувшины 19 века, деревянная кухонная утварь, прялка. А вот эта небольшая экспозиция, изображающая быт наших предков, появилась в музее еще в 1964 году. Музей функционирует в Мужичи еще с 40-х годов. Тогда и сейчас он состоит из 3 отделов. Первый отдел рассказывал историю ингушского народа со времен Бронзового века и кончалось показом интерьера сахли, рассказывающей быт ингушей. Второй отдел у нас относился к советскому периоду, где отражалась борьба горского народа за советскую власть. И там же у нас находились выставка ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Ну а третий отдел рассказывает о жизни советского революционера Серго Орджоникидзе. В 1919 году он жил и работал здесь, в Мужичи. В честь него музей назвали. Выставка, посвященная ему, находится в другом отделе. Есть здесь вещи из быта Орджоникидзе: домашний телефон, тарелки, барометр. А в 1964 году группа художников во главе с Владимиром Пасараром создали серию макетов домов для оформления выставки, посвященной Серго Орджоникидзе. Это макет камеры в Шисибузской крепости, в которой Орджоникидзе находился 3 года. А вот это вот дом, где он был в ссылке в 1908 году. А вот это вот сам родительский дом Орджоникидзе. Ну и, конечно же, дом его преданного друга Исламова.
Макет с нефтяными промыслами в Малгобеке, созданными по приказу Орджоникидзе в 1931 году, также соседствует с другими. Когда в Малгобеке нашли нефть, революционер находился в отпуске, рассказывает Хадиша Далакова. Когда он узнал, что найдена нефть, он сорвал свой отпуск, приехал сразу на это место, создал самые лучшие бригады для работы в нефтяном промысле. Открытый еще в 40-х, музей несколько раз менял свое место жительства. Из дома, где жил Орджоникидзе, переехал в Дом культуры Мужичи еще в 1933-м. Но в обоих случаях здания были непригодны из-за ветхости. А уже 4 года музей расположен в новой школе, открытой в селе. Сейчас он продолжает пополняться предметами старины. Но основной фонд из порядка 600 экспонатов находится в Назрановском музее краеведения. Это здание – один из нескольких филиалов, открытых в регионе. Труха нитха, директор в школе, директор Тамариза, возможности. Но условия до глазу халара, веришь, что дикмдиер, история миер, что у тебя До карантина здесь часто проводили экскурсии для учащихся, но расположить весь фонд просто не хватает места. Сейчас работники ждут строительства нового здания рядом с школой в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Возведение запланировано в следующем году. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.